Аэродром в Заводском был основан больше века назад. В 1931 году здесь была создана первая в СССР школа гражданских летчиков. 11 выпускников аэроклуба стали героями Советского Союза. Здесь учился и совершал свои первые полеты легендарный летчик, дважды Герой Союза Амитхан Султан. Сотрудники расположенного тут предприятия «Универсал Авиа» с гордостью показывают доску почета. Мы гордимся, естественно, что у нас в клубе такой вот человек был, есть. Помним его всегда. В Заводском по сей день совершаются полеты, прыжки с парашютом, здесь работает станция юных техников и проводятся экскурсии для детей. На сегодняшний день летаем, прыгаем с парашютами, привлекаем молодежь. Как можем, стараемся больше выдернуть из-за компьютеров, с виртуальной жизни в настоящую. На данный момент в аэроклубе находится авиамодельная лаборатория, то есть где занимаются и дети, и взрослые. Преподаватели нашей авиамодельной лаборатории также ведут кружки, более 300 детей ведут на станции юных техников. Работают и учат, именно привлекают именно к авиамодельному спорту, потому что это первый шаг. Целые школы посещали, приводили и старшие классы, и младшие классы, то есть много, то есть и детские садики. Однако жить аэроклубу на этой территории осталось, видимо, недолго. Власти планируют возвести на месте летного поля новый микрорайон на 18 тысяч квартир. Район, основанный на принципах комфортного компактного градостроительства, обеспечит крымчан жильем уровня лучших российских городов. Всего в районе будут проживать 37 тысяч жителей. Экологи говорят, застройка аэродрома нанесет Ахмеджиту серьезный вред. Сейчас свободная от зданий территория Заводского работает как природный очиститель воздуха крымской столицы. Именно через аэродром уходят выхлопные газы, которые скапливаются в центре города. Экологическая экспертиза 2002 года, по всему Симферополю касательно проветривания ветров, роза ветров, загазованности и все остальное прочее, дала отрицательный результат по застройке аэродрома. Я здесь против застройки категорически. Сотрудники предприятия и активисты пишут письма, жалобы, отправляют запросы в различные инстанции, но безрезультатно. Аэродром Заводское, где стал на крыло Амитхан Султан, дважды Герой Советского Союза, приглянулся застройщику. Оказалось, что, переходя в Россию, Крым потерял этот аэродром как аэродром. Его нет в реестре аэродромов Российской Федерации. И это позволяет глядеть как на пустое поле. Поэтому сейчас уже есть движение, и объединились люди, вышли с этими вопросами, записали обращение на президента и ждем результата. То, как мы примем или не примем ту позицию, которую нам навязывает наше руководство крымское, зависит от того, быть этому полю или не быть. Я считаю, что это стратегическая ошибка застраивать это поле. С точки зрения транспортной логистики, с точки зрения развития Крыма как туристической мекки, это неправильно. Тут парадокс такой произошел. Ведь это поле попало в границы села Перово. Я депутат Перовского сельского совета. Депутаты не принимали никаких решений по этому поводу, чтобы вы понимали. Заказчиком генплана, насколько мне известно, была Симферопольская администрация. Застроив поле, мы, может быть, это и получим сиюминутную выгоду там, на 10-20 лет. А что дальше для поколений? Застроив это поле, мы его потеряем навсегда. В Крыму уникальная погода. У нас практически из 360 дней 300 дней это способствует развитию подготовки либо парашютистов, либо летчиков. То есть это уникальная погода в течение года. Причем вот этот аэродром у нас уникальный как? У нас таким образом вот эта полоса, что у нас построена, сделана, уникальная. Начинается ливень, и буквально проходит дождь, и через полчаса мы можем работать. У нас нету вот этой грязи, как в средней полосе России, нету этой глины. То есть мы через полчаса после окончания дождя можем продолжать взлетать и принимать самолеты, отправлять самолеты. То лично я обратилась ко всему авиационному спортивному сообществу. Мы выступаем на всех общественных площадках. Это Facebook, это ВКонтакте, это всевозможные снятия видеороликов. Конечно, будем бороться и будем также привлекать все общественные силы, все возможные. И люди откликаются. Авиацию вообще, самолетный спорт практически убили. И сейчас парашютный убьют, и моделизм, и все.
Власти Крыма решили перенести аэроклуб «Заводское» на территорию Симферопольского аэропорта. Местное авиапредприятие называют убыточным. На 188 гектарах его территории собираются реализовать инвестпроект стоимостью 75 миллиардов рублей. Но сотрудники авиаспортклуба намерены до последнего бороться за свою территорию. Есть в планах застроить данный аэродром, то есть многоэтажными, многоквартирными домами. То есть, опять же, то, что сказать за себя, мы будем летать. За аэроклуб я буду бороться вообще до последнего. Тем временем, кроме Заводского, крымские власти планируют застроить многоэтажками еще 9 больших площадок на полуострове.